Четвертый год подряд в Республике Коми успешно реализуется проект партии «Единая Россия. Дневник школьника». Его популярность растет с каждым годом. Если в начале дневники к 1 сентября получали только первоклассники, то сейчас тираж вырос до 48 тысяч. И бесплатные дневники вручат всем школьникам начального звена с 1 по 4 классы по всей республике. На днях партия дневников прибыла и в Сосногорский район. Тема этого года – «Удивительная Республика Коми». В этом году ребята смогут узнать из дневника о государственных символах Республики Коми, о местных достопримечательностях, о фактах, истории Республики Коми. В этом году в республике получат этот дневник все начальное звено школы. А в Сосногорском районе это будут еще и все кадеты. Хочется от партии и от себя лично поздравить ребят сначала с праздником 1 сентября и пожелать, чтобы в этих дневниках были только хорошие оценки. Кроме того, 2017 проходит под знаком Года добрых дел, объявленным главой Коми Сергеем Гапликовым. И на последней странице дневника есть информация о российском движении школьников, в котором затрагиваются темы заботы и добровольничества. А в Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми состоялось еще одно мероприятие в рамках Года добрых дел. В связи со своим 15-летием каждый филиал общественной приемной региона принял участие в акции по сбору книг «Читайте на здоровье». Вот эти книги, которые собраны нами, будут переданы в Сосногорскую центральную районную больницу для пациентов, чтобы они читали и выздоравливали. От имени ЦРБ выступила главврач Алла Федосенко. Она поблагодарила сотрудников общественной приемной за такую полезную акцию. А также отметила, что вот уже на протяжении 15 лет между Сосногорской ЦРБ и общественной приемной главы региона проводится конструктивная работа. И эта акция в Год добрых дел обязательно принесет свои плоды. Потому что книга – это добрый доктор, который лечит нас всегда, везде и всегда присутствует с нами, несмотря ни на какие гаджеты. А вообще у нас прошли исследования, что заменить чтение книги и листание руками не может ни один гаджет, что вот эти вот движения, они обеспечивают неврологическое лечебное мероприятие. Алла Федосенко также подчеркнула, что Год добрых дел в Сосногорском районе отмечается очень активно. Молодежный совет Сосногорского района ведет набор кандидатов. Если ты молодой, активный и тебе есть дело до родного города, района и до своей страны, тогда милости просим, говорит начальник Сосногорского отдела молодежи Виталий Важенин. Молодежный совет мы формируем из молодежи учащейся, молодежи рабочей. По положению это от 14 до 35 лет включительно. Но если есть желающие и старше, то возможны исключения. Еще одно важное условие для потенциальных кандидатов – отсутствие судимости. Молодежный совет, в свою очередь, готов предложить своим участникам не только возможность лично вносить инициативы и реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни сосногорцев, но и открывает большие возможности перед своими активистами. Завязать новые полезные знакомства и проявить себя. Также все участники общественной организации непременно получат книжки волонтеров. В дальнейшем этот документ станет отличным подспорьем при трудоустройстве или поступлении в вуз. Во-первых, молодежь вообще в целом, даже самой России, это будущее. От молодежи будет зависеть дальнейшее развитие, вообще социально-экономическое развитие самого района и всей республики. А если будет зависеть, мы сможем изменить и по республике, так, естественно, мы улучшим жизнь самой страны. Тем самым те ребята, кто придут в молодежный совет, они тоже почувствуют это. И в дальнейшем они, когда себя покажут, и у них будет больше шансов устроиться даже на работу, на учебу, по специальности. Для того, чтобы попасть в состав молодежного совета, необходимо отправить в отдел по делам молодежи свое резюме и личное заявление. Количество вакантных мест ограничено. Прием заявок строго до 15 сентября. Больше информации можно узнать по телефону в Сосногорске 5 30 06 или в группе молодежного совета в социальной сети ВКонтакте. В пятницу в Сосногорске будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 14, днем 26-28 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Во второй половине дня вероятен дождь.